Донорами всех этих международных неправительственных организаций являются европейские и спецслужбы, и, скажем, МИДы разных стран, которые приводят политику вовлечения без признания. То есть на научной основе у них выработаны давно, скажем, пути решения этих вопросов. Вот к таким странам, как Абхазия, слабым, понимаешь, где у нас население небольшое и так далее, как говорили грузинские некоторые, что нужно абхазцев всех купить. Вот, они смотрят на нас через призму такую, что через мирным таким путем они могут сделать там так, что Абхазия, большинство населения Абхазии будет когда-то выступать за вхождение в состав Грузии. Они воспитывают молодежь. Эти же международные организации связаны с нашими неправительственными организациями, проводят программы, цель которых там убрать образ врага, который мы предполагаем, мы говорим, что Грузия вражеское государство, с этим же все согласны. Да. Они стараются убрать образ врага. Среди ветеранов это, конечно, трудно сделать, но среди подрастающего поколения у них есть некоторые успехи. Общаться, показывать, что грузины такие мирные, хорошие люди. Но, как говорил Бисмарк, оцениваются не намерения, а потенциал. Эти очень хорошие люди тратят $300 миллионов на оборону, получают вооружение и любое время будут готовы силовым путем решить вопрос Абхазии. В то же время, я понимаю, что они прекрасно понимают, что их здесь нахождение не может быть только там подрывной работой, в смысле проводить одну такую идеологическую или подрывную работу.